Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Быть или не быть транзиту? Участники рабочей группы по разработке предложения о возможном транзите грузов через территорию Абхазии размышляют об открытии КПП «Ингур». О политической обстановке в стране высказался Союз ветеранов и граждан Абхазии. На площадке Арсмира состоялась пресс-конференция. «Малефисента» – сказку о спящей красавице глазами оскорбленной феи представили на абхазском языке. Транзиту быть. Участники рабочей группы по разработке предложения о возможном транзите грузов через территорию Абхазии провели первое заседание. Пока что точные рекомендации не сформулированы, но в целом все члены рабочей группы положительно относятся к идее транзита иностранных товаров через Абхазию и, скорее всего, будут рекомендовать президенту открыть грузоперевозки через КПП «Ингур». Подробнее Надежда Боровикова. Рабочая группа по разработке предложений по возможному транзиту грузов через территорию Абхазии была создана президентом республики еще в июне. Из-за болезни руководителя группы, заместителя главы администрации президента Валерия Паба, первое заседание состоялось только на прошлой неделе. В состав рабочей группы вошли представители Государственного таможенного комитета, Службы госбезопасности, Министерства экономики, МИДа и парламента. Также участие в работе группы принимают руководители железной дороги, аэропорта имени Ардзинба, морского пароходства и приглашенные эксперты Инал Хашик и Астамуртания. Цель этой рабочей группы – это обсудить текущую ситуацию со всех сторон. С экономической, с политической, с точки зрения безопасности, с точки зрения меняющейся геополитики вокруг нас, с точки зрения интересов нашего стратегического партнера. И исходя из всех этих позиций, попытаться выработать модель, наше видение модели, как это могло бы работать. Вокруг нас мир меняется, и наша задача, чтобы в этих меняющихся обстоятельствах максимально защитить, во-первых, свои интересы, получить экономические и политические преимущества. На самом деле транзит иностранных товаров в Россию через Абхазию легален с 2012 года. Есть соответствующее соглашение, но абхазский маршрут не пользовался большой популярностью до февраля этого года. После начала специальной военной операции было принято решение об открытии параллельного импорта, так называемого, в Российской Федерации. И в связи с этим через территорию Абхазии, с начала февраля месяца, с середины февраля месяца по сегодняшний день был осуществлен ряд транзитов. Это касается транзита такого плана: море, машина и дальше. То есть кораблями доставлялся груз, здесь перегружался на автомобиль и выходил, в Российскую Федерацию. Никаких проблем с оформлением не было и в дальнейшем тоже не будет. То есть около 9 поставок таких уже было, разного рода товаров, разного рода наименований, начиная от перекиси водорода и заканчивая, цементом. В обратную сторону тоже из Российской Федерации, допустим, у нас очень крупная партия транзита – это фанера. Да, то есть она автомобилями, железнодорожными вагонами завозится в Абхазию и потом уже кораблем вывозится дальше уже в Турецкую Республику, а там уже дальше, куда они везут, это уже нас особо не интересует. Сегодня плата за транзит по Абхазии составляет 0,1% стоимости груза. Это довольно низкая, а потому привлекательная для предпринимателей ставка. Плюс к этому единственный русско-грузинский КПП перегружен. Автомобили с товарами стоят в очередях по несколько дней. Потенциально второй путь через Ингур был бы востребован, но в Абхазии с 2007 года действует запрет. На сегодняшний день есть распоряжение президента, оно было подписано еще Сергеем Васильевичем Багапш о запрете ввоза и вывоза промышленных продовольственных товаров с территории Грузии на территорию Республики Абхазия и обратно, за исключением ввоза и вывоза гуманитарной помощи, возимой международными гуманитарными организациями. Это было 23 июля 2007 года, потом в него вносились ряд изменений, в частности, в 2015 году президентом Хаджимба было подписано распоряжение об изменении в это распоряжение разрешения вывоза ореха, фундука. Обратилась к нам одна из частных компаний, которая хочет через
территорию Республики Абхазия, выгрузив груз, пришедший из Турции, в одном из портов Грузии, на автомобилях провести его в Российскую Федерацию. Все официально. Стоимость товара $4,5 миллиона. В общем, вот такими суммами апеллируют, но, к сожалению, мы пока можем только им сказать нет. Депутат парламента Атгур Харазия входит в рабочую группу по транзиту и положительно оценивает перспективы этого направления. Я думаю, что если заработает транзит, и товары через Турцию, Грузию, Абхазию пойдут в Россию, от этого выиграют все. И Турция, и Грузия, и Абхазия, и Россия. Ну, мы, конечно, думаем об Абхазии. Это дополнительные немалые поступления будут в бюджет. И я считаю, что давно надо было этим вопросом заниматься. Обсуждались все варианты. И морской путь, и автомобильная дорога, и железная дорога, все варианты обсуждались. Но вы понимаете, что порт более 10 тысяч объемом кораблей, они не могут, даже 10 тысяч не может зайти в наши порты. Это надо провести определенные работы по углублению дна припортового. Что касается железной дороги, то требуется и его ремонт. Остается только автомобильный путь, который тоже надо изучить хорошо, потому что днем большая нагрузка на этой дороге. Это надо, если это заработает, только ночью может проходить транспорт. Скорее всего, они будут формировать какие-то грузы на границе на нашей стороне и потом колонной в ночное время провозить. Если мы до этого дойдем, конечно. По итогам первого заседания члены рабочей группы согласились, что считают целесообразным рекомендовать президенту Абхазии снять запрет на ввоз и вывоз товаров через КПП «Ингур». Мы считаем себя независимым государством. У нас там на западной границе у нас там пост ПСО там в таком достаточно авральном режиме постоянно работает. Но другие ворота вот на востоке, они вообще практически не задействованы, хотя у нас там и таможенники есть, и погранслужба есть, и все остальное. И куча всякой контрабанды проходит, заходит на наш рынок, да, и при этом как бы государство не получает никаких дивидендов, кроме одних проблем, да, там в виде там теневого рынка экономики. И сейчас, мне кажется, есть возможность все-таки, вот мы по ходу этой работы, заседания рабочей группы, мы пришли к выводу рекомендовать президенту снять ограничения на деятельность КПП «Ингур» и сделать так, чтобы этот контрольно-пропускной пункт, таможенный пункт работал в нормальном обычном режиме. Технически открытие грузоперевозок через КПП «Ингур» – процесс несложный, уверен заместитель Государственного таможенного комитета Аляс Лабахуа. К уже существующему пункту пропуска необходимо добавить площадку для досмотра грузового транспорта. Когда отменится это распоряжение, то пойдет, может быть, еще раз говорю, небольшими партиями, но пойдет ввоз сюда, значит, и реализация здесь. А потом уже дальше можно говорить и о транзите тех товаров, тех же сельхозпроизводителей. Мы не говорим о маркированных там грузинских товарах, это мы говорим о тех товарах, которые частные физические лица перемещают через государственную границу. Вот. И здесь никакой речи не идет о межгосударственной торговле. Априори не может быть этого вопроса, да, о торговле между нашими двумя государствами, потому что мы все прекрасно знаем, в каком отношении мы находимся с нашим соседом. Вот, поэтому здесь идет речь о торговле частных, так скажем, физических лиц, каких-то частных компаний и так далее. И транзит позволит нам, значит, ну, так скажем, еще раз говорю, государству серьезно заработать, если он пойдет в том же русле, как вот сегодня, допустим, идет в Верхнем Ларсе.
Вопрос любого рода взаимоотношений с Грузией воспринимается в абхазском обществе зачастую болезненно. Депутат от Гурхаразия подчеркивает, что никто не собирается брататься с восточными соседями, но и упускать выгоду, которую Абхазия может получить от транзита иностранных товаров в условиях меняющегося миропорядка, тоже неправильно. Транзит европейских товаров, который будет проходить через Грузию и Абхазию, это один вопрос. Торговля с Грузией – это совершенно другой вопрос. Но я к тем, кто этот вопрос ставит, хочу сказать, что с Грузией торговля никогда не прекращалась. Другое дело, она имеет характер контрабанды. Посмотрите, везде и на рынке, везде есть грузинские товары. Это один вопрос. Второй вопрос. Тысячи наших граждан лечатся в Грузии. Мы это не видим. Мы же все об этом знаем. Давайте закроем им дорогу. Это будет правильно? Я считаю, это неправильно. Хотя я лечиться не поеду в Грузию. Ни при каких обстоятельствах. Но я с пониманием отношусь к тем, кто ездит. Но и человек умирает, а что ему делать? Надо везде, я считаю, что должны быть какие-то нормы. Я против того, чтобы идти брататься там с грузинами. Но использовать те возможности, которые через Грузию мы можем получить, если люди, у другого выхода у людей нет, и государство не может предложить другого. Понятно, сейчас у нас очень много всяких противников, людей, которые боятся каких-либо изменений, да. Но в любом случае я считаю, что лучше самому зарабатывать на транзите, чем периодически ходить с протянутой рукой и потом расплачиваться пиццундами. Рабочая комиссия может выработать рекомендации. Глава государства может отменить постановление 2007 года. Но так просто транзит не запустится. Турция и страны Южного Кавказа не признают Абхазию. В Грузии действуют законы, ограничивающие взаимодействие с республикой. Но здесь это очень большой вопрос. Здесь и вопрос и инвестиций в нашу инфраструктуру, потому что увеличение грузопотока через нашу территорию, оно не может произойти автоматически. Здесь и политические вопросы, и инвестиционные вопросы. То есть это так кажется, что легко раз взял, открыл и пошло-поехало. К сожалению, вопрос требует очень детального изучения, требует переговоров представителей Абхазии с разными участниками этого процесса. И вопросы технические, они все решаемые. Нужно решить вопросы политические и правовые, связанные с этой ситуацией. Вот. Если мы наметим правильное движение, почувствуем, что там есть какая-то перспектива, конечно, я думаю, интерес инвесторов к этим проектам будет выше. И тут разный комплекс возникнет вопросов, связанных, допустим, с сохранением нашего национального контроля за всякими важными стратегическими объектами, в том числе объектами коммуникаций. Вот эти все вопросы, естественно, мы должны быть к ним готовы. Вот. И чем шире будет дискуссия по этим вопросам, тем лучше. К вопросу транзита нужно подходить, исходя из того, насколько это соответствует интересам Абхазии и в какой форме мы можем участвовать, уверены все члены рабочей группы, с которыми мы пообщались. Мир меняется, и Абхазия должна выработать собственные позиции и предложения по новым логистическим маршрутам. Если мы упустим нашу выгоду, ее получат другие. Надежда Боровикова, Торни Камичба, Инала Гухава, Абаза ТВ. Президент Аслан Бжани провел совещание с главами администрации городов и районов республики. Обсуждалась текущая ситуация с собираемостью налогов, их динамика, вопросы, связанные с дорожной инфраструктурой, водоснабжением и ходом курортного сезона. Руководители регионов доложили главе государства о ситуации на местах по обсуждаемым вопросам. По итогам совещания Аслан Бжани дал ряд поручений. Президент также призвал глав регионов детально изучать и владеть ситуацией по всем направлениям. В совещании участвовал руководитель администрации президента Джансу Хнанба и его заместитель Зураб Каджая. О политической обстановке в стране, возможной ратификации договора по госдаче Пицунда и сорванной встрече оппозиции, общественности и власти высказались председатель Союза ветеранов и граждан Абхазии Аяра Вианор Ашба, сопредседатель Вадим Мироненко и член Союза Нарсоук Вициня. Пресс-конференция прошла на площадке Арсмира. Подробнее в репортаже Анастасии Никоновой.
С вопроса возможной ратификации договора о госдаче Пицунда начали свою пресс-конференцию представители Союза ветеранов и граждан Абхазии. По мнению председателя Союза Вианора Ашба, парламент страны не предаст интересы государства и не проголосует за ратификацию. Я думаю, что этого не произойдет, потому что в парламенте седьмого созыва весь корпус депутатов, они являются из числа почти из молодых. Я считаю, что они являются патриотами своей страны. Я считаю, что они примут правильное решение, не нарушая Конституцию закона Абхазии. И Конституция закона Абхазии в 92-93 годах, я могу уверенно сказать, что она была вписана, почти можно сказать, что в кровью. Хотел бы сказать, что если люди, которые говорят, что мы против России, что они сделали для России, это раз. Я один из первых и последних, кто был в Крыму и повел туда людей. Вот. С Крыма начиная, я лично, как русский человек, всегда за Россию. Вианор Григорьевич все 9 лет, командир батальона «Горец», стоит рядом. Попросил бы просто не говорить людям ради своих интересов такие вещи, что мы якобы антироссийская организация. Мы всегда за Россию, и наши братья сегодня воюют за Россию на Донбассе. Я сам лично доброволец 2014 года. Для представителя Союза Нарсоу Квицини стало неожиданностью, что народ Абхазии столкнулся с данной проблемой. Он посоветовал депутатам обратиться к своим избирателям, простому народу, и узнать их точку зрения по вопросу госдачи Пицунда. Я как сын погибшего, как отец 4 детей и как вообще гражданин этой республики Абхазии, я бы никогда не подумал бы в свое время, что будет вот такая вот ситуация со все вот эти вот определенное время, что мы будем настаивать и отстаивать то, что нам дали наши отцы, свободу. В первую очередь, продажа земли по каким-либо предлогам, это считаю, что продажа Родины. Я очень сильно надеюсь на парламент, вообще на здравое рассуждение членов этих всех парламентов, потому что они избраны народом. Мнение народа надо учитывать. И то, что было тайно подписано, то, что касается Пицунского договора, тайно подписывать от своего народа не надо ничего. Мы должны знать то, чем занимается наше правительство. Мы должны знать, что планирует наш президент. От нас ничего не надо скрывать. Мы являемся членом общества, мы являемся гражданами республики. Мы имеем полное право знать все. Нарсоу Квицини отметил, что общественность не может высказать свою точку зрения главе государства напрямую, при том, что, по его словам, сегодня Абхазия и ее народ вновь находятся на критическом рубеже. Я хочу высказать свое мнение и президенту, и всем, потому что моего отца убили за эту родину, за эту землю. Некоторые лица, которые вообще, они даже не присутствовали здесь во время войны. Не буду я имена вообще называть. Мне было 12 лет, мы по лесу бегали, я больше пороха нюхал, чем некоторые, которые шампанское там допивали и закусывали икрой. Я обращаюсь к сотрудникам милиции, я обращаюсь к сотрудникам СГБ молодежи, я обращаюсь к Министерству обороны. Мы сегодня находимся в таком ситуации, когда надо уже высказать свое мнение, то, что мы видим, власть старается нас в путаницу, в паутину какую-то ввести, запутать нас, и запутав нас, подкусывая, проверяя нас, то Пицунда, то Аибга, то форелевое хозяйство, то недры, много чего здесь можно переписывать, много чего здесь можно сказать. Это не ихняя собственность, это наша, народная. В завершении пресс-конференции Вианор Ашба отметил, что Союз Аяйра приглашает к диалогу всех ветеранов страны на площадку Арсмира 6 сентября. Тема встречи – общественная и политическая обстановка в стране. Анастасия Никонова, Сасрахуа Гухава, Абаза-ТВ. Бывший депутат парламента, общественный деятель Циза Гумба в интервью «Апсный Хабар» поделилась мнением о внутриполитической обстановке в стране. Отвечая на вопрос о возможности ратификации соглашения по госдаче Пицунда, она выразила надежду на то, что власть услышит аргументы и учтет мнение граждан, выступающих против этого. Ярбензала, яжларква, зиге, ргуанагарква, аймагайчак хоцана, ханалачажа. Абас яра нси шуксыкин ряхана, иqamлацыз хэнткарджа, ака ажлар има идызкало мамзари идызмкало, аус ялачажу. Абри ус баши иqamладзи.
Сергей Сгуяна года я хабрыг еха знапахану уртке абри язхуцот ус хагуяна гузар qalap يحبر در روس قرطو در رجوانا جروبين إيمي بارجو عاش در يرز خطزم خاص يرمت زمها سروس خطزم أبس قاقرة أجباز بازاجلر حراح ماجنا عاش در دوكو مليون ليقو يخحنت كارز مامجي قمي الدنيا أخا حراح زلماج زالا وبساق ينوتقل حغونا أبراند زحناي ярбен зала, гаджим шалаума, мамзар, как говорят, группы людей, они не могут решить эту судьбу народа. Людей, которые мы выбираем, в надежде на то, что они выполнят ту миссию, которая из поколения в поколение передавалась, и вдруг мы начинаем понимать, что-то происходит не так в нашем Отечестве, какой у нас выбор? Как мы должны поступить? Я не хочу ни битье окон, ни вот этого кханалия, которое мы уже много раз проходили. Я хочу, чтобы нас просто услышали. И глаза в глаза ответили нам на все те вопросы, которые нас мучают. И я надеюсь, что этот год был тем годом, когда слышащий услышал и сделал для себя выводы. Я не теряю надежду. Понимаете, вот может быть нас так Боженька испытывает вот такими вещами, чтобы мы научились корректно, поэтапно подходить к тем главным вопросам жизни государства и нации. Может быть, мы на этом пути? Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил председателя Национального собрания Республики Арцах Артура Товмасяна с Днем Республики и пожелал, чтобы сила убежденности и воля арцахцев укрепляли позиции государства по всем ключевым направлениям. Также Лаша Ашуба направил поздравления председателю Верховного Совета ПМР Александру Коршунову по случаю празднования Дня независимости Приднестровской Молдавской Республики. Ашуба выразил уверенность в том, что сложившиеся между нашими странами взаимные доверие и дружба всегда будут в основе взаимодействия законодательных органов двух республик. МИД Абхазии направил поздравительную ноту МИД Приднестровской Молдавской Республики по случаю государственного праздника Дня Республики. В ноте, в частности, выражается уверенность в том, что абхазо-приднестровские отношения, основанные на крепких узах дружбы и взаимопонимания, будут последовательно укрепляться в интересах наших народов. 2 сентября также в Республике Арцах отмечают День Республики. Народ Арцаха героически преодолел все испытания во имя процветания своей родины. Уверены, что внешнеполитические ведомства Республика Абхазия и Арцах будут и далее развивать отношения в духе дружбы и конструктивного диалога, отмечается в поздравительной ноте МИД Абхазии. Соглашение о сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи между Абхазией, ДНР и ЛНР будет подписано до конца этого года. Об этом договорились в Москве на встрече министра иностранных дел Абхазии Нала Ардзенбе, глав представительств ДНР и ЛНР в России Ольги Макеевой и Родиона Мирошника. По поручению президента Абхазии готовится новая партия гуманитарной помощи Донецкой и Луганской республиками. Пониманием, что нужно и в чем нужна помощь. Абхазская сторона по поручению президента Республики Абхазия формирует очередной этап гуманитарной помощи. Мы обсудили определенные детали этого важного вопроса для нас. Будем и дальше оказывать максимальное содействие, поддержку братскому народу Донбасса. Еще раз передал уважаемым коллегам слова поддержки от народа Абхазии. Для нас это личная история, это важная история. Мы очень хотим, чтобы все завершилось победой, нашей общей победой.
Любое соглашение, о котором сейчас идет речь, оно будет наполнено содержанием, когда мы найдем конкретных людей со стороны Абхазии, со стороны Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, которые будут строить на постоянной основе системные взаимоотношения между учреждениями, между людьми. Мы действительно все 8 военных лет чувствуем братскую поддержку абхазского народа. Говорим мы на одном языке, говорим об одной боли. Абхазия пережила в ее истории. Была война, были разрушения, были потери, поэтому здесь как раз разговор ведется абсолютно предметный, с полным пониманием, что нужно и в чем нужна помощь. Еще раз передал уважаемым коллегам слова поддержки от народа Абхазии. Для нас это личная история, это важная история. Мы очень хотим, чтобы все завершилось победой, нашей общей победой. Для меня это тоже очень личная история. С 2013 года мы с коллегами занимались гуманитарными контактами в пространстве СНГ, в том числе с Украиной. И мы видели то, что происходит в Донбассе. Это абсолютно было недопустимо. И те люди, которые сегодня не разделяют цели и задачи специальной военной операции, им, конечно, следует обратиться к истории. То, что происходило на Донбассе, это было абсолютно. Кроме того, обсудили возможности других форм поддержки. В частности, это касается приезда детишек с Донбасса в Абхазию. Это касается вопроса возможного патронирования с нашей стороны школ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Уверен, что мы будем добиваться прогресса по этим направлениям. Также мы еще раз подтвердили нашу готовность подписать соответствующие соглашения с республиками о сотрудничестве, дружбе, взаимопомощи. Это рамочные соглашения, которые уже определенное время прорабатываются в наших внешнеполитических ведомствах, и в ближайшее время будем уже подходить к подписанию этих важных для нас документов. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам и инспекции по Сухуму и районам поступления налоговых платежей в бюджет за август текущего года составили 421 миллионов рублей. При плане 291 миллионов рублей. Выполнение плана за август 2022 – 145%. За 8 месяцев 2022 года в бюджет республики поступило 2 миллиарда 481 миллион рублей налоговых платежей. При плане 1 миллиард 768 миллионов рублей. Выполнение 140%. Минздрав Абхазии не возмещает гражданам расходы за какие-либо купленные препараты от коронавирусной инфекции, в том числе дорогостоящие. Об этом сообщает Минздрав. В социальных сетях и мессенджерах распространена информация о том, что ведомство компенсирует гражданам расходы за приобретенные дорогостоящие препараты для лечения тяжелобольных коронавирусной инфекцией Актемра и Артлеги. Во время пандемии коронавирусной инфекции из-за отсутствия на рынке дорогостоящих препаратов и сложностей с их доставкой в Абхазию родным тяжелобольных пациентов иногда приходилось покупать их за собственные средства. В последнее время в ведомство начали обращаться люди, которые услышали о том, что Минздрав может вернуть им потраченные денежные средства. Накануне сотрудники пожарно-спасательной части Очимчиры обнаружили в акватории города тело Назико Чкадо, жительницы села Чхуартал Куарчалского района. Спасатели извлекли из моря тело погибшей и передали его родственникам. Причины гибели гражданки Чкадо устанавливаются. МЧС Абхазии сообщает о начале формирования очередного гуманитарного груза в Донецкую Народную Республику. В числе приоритетных формирования груза значатся картофель, тушенка, конфеты, питьевая бутилированная вода, сладкие безалкогольные напитки, сообщает пресс-служба ведомства. Гуманитарный груз формируется в расположении МЧС Абхазии по адресу Сухум, улица Конфедератов, 12, район морского порта. Новости культуры. Президент Аслан Бжани принял директора Государственной хоровой капеллы народного артиста республики Надара Чанба. На встрече обсуждались вопросы развития хорового искусства в Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.
Рассказы Анатолия Лагула вошли в шорт-лист международной премии имени Искандера, сообщает Апсны Пресс. Вот уже 2 сезона этой премии называются победители в новой номинации «Бесценное достояние» переводов на русский язык прозы с абхазского и других языков. В прошлом году премии удостоились рассказы абхазского писателя Даура Начкебия в переводе автора. В сезоне 2022 года на премию в этой номинации претендуют 3 рассказа абхазского писателя Анатолия Лагула в переводе Виталия Шария. Итоги сезона будут подведены в декабре. 1 сентября ребятам из Абхазии, как и другим первокурсникам Щепки, торжественно вручили студенческие билеты. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке гендиректор Руздрамы Ираклий Хиндба. Художественным руководителем абхазского курса назначен заслуженный артист России Алексей Дубровский, завкафедры актерского мастерства. А с недавнего времени заместитель художественного руководителя Государственного академического малого театра России. По словам Хиндба, абхазские студенты будут обучаться не изолированно, а вместе с другими ребятами с курса Дубровского, москвичами, питерцами, немцами. А это значит, что к нашим студентам будут самые высокие требования, никакого снисхождения, как иногда бывает к сугубо национальным курсам, отметил Хиндба. Полюбившийся всем фильм «Сказка Малефисента» дублировали на абхазский язык. По сюжету могущественная злая фея Малефисента, разозлившись на то, что ее не пригласили на крестины принцессы Авроры, насылает на ту страшное заклятие. Малефисенту озвучила заслуженная артистка Абхазии Марина Аристава. Творческая группа под руководством Вячеслава Облойти работала над переводом около 5 месяцев. Презентация прошла в Абхазском драмтеатре и собрала взрослых и детей, для которых мероприятие стало праздником. Смотрите репортаж в рубрике «Амшахтыс» после выпуска новостей. Фильм «Малефисента» на абхазском языке смотрите в субботнем эфире Абаза ТВ в 20:45. Представительство Россотрудничества приглашает на бесплатные курсы русского языка всех, кто хочет пополнить свои знания, освоить трудные случаи правописания, писать и говорить грамотно. Получить информацию и заполнить заявление-анкету слушателя курсов русского языка можно в представительстве Россотрудничества по адресу Сухум, улица Генерала Дбар, дом 3, 2 этаж, кабинет 332. В Сухуми состоялся открытый чемпионат Абхазии по классическому и многоповторному стритлифтингу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Сухума, Гагры, Нового Афона, а также Тольятти и Новосибирска. Организатором соревнований выступила команда стритлифтинга Абхазии совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту и фитнес-клубом «Элит Спорт». В классических подтягиваниях призовые места заняли Хаджимба Беслан, Алафьев Роман, Цкоа Астамур. Классические отжимания Лазарев Вячеслав, Гусейнов Леон, Максимов Сергей. Подтягивание мультилифт плюс 24 килограмма Гусейнов Леон, Хаджимба Беслан, Минасян Артур. Отжимание мультилифт плюс 32 Муслюмов Марк, Гусейнов Леон, Лазарев Вячеслав. Ime pusit drapkhaze biaindatlара постыклифкин захцу, а спорт хкагана хала. Зхала за позигир хобзения адрпшит, хабхага гвана гарахаму, ица гибзен шазакацана, Русула аиндатлара прах цурцатха. В первую очередь хочу выразить благодарность организаторам за проведение данного мероприятия. Оно прошло на очень высоком уровне. И будем надеяться, что такие соревнования будут проходить чаще для того, чтобы привлекать молодежь к спорту. Абхазия заняла 1 место по числу туристических поездок россиян за границу в первом полугодии 2022 года, следует из оперативного доклада Росстата, сообщает «Спутник Абхазии». Топ-5 стран по числу туристических поездок россиян за границу первое полугодие 2022. Абхазия – 1 900 000 поездок, Турция – 1 300 000, Казахстан – 654 000 поездок, Арабские Эмираты – 444 000, Египет – 407 000 поездок.
Анонсы предстоящих программ. В эфир Абаза ТВ выходит программа «Родители». Изготовлена она по заказу и при поддержке ЮНИСЕФ. И призвана помочь родителям справляться со своими обязанностями, начиная с беременности и заканчивая совершеннолетием детей. Что включает в себя здоровый образ жизни, физическая активность, правильное питание, режим дня, здоровое эмоциональное состояние, полноценный сон и отдых. В студии программы «Родители» эксперты, которые подробно обсудили все составляющие ЗОЖ. Гости выпуска: Александр Когония, тренер футбольной академии «Юнити» в Абхазии, Асмат Джинджоли, директор оздоровительного центра «Салюс», Айлита Шакая, врач-гастроэнтеролог, Гванца Мачевряне, психиатр. 9-й выпуск программы «Родители» смотрите сегодня в вечернем эфире Абаза ТВ. В этой передаче вам станут известны все секреты о здоровом образе жизни. Почему так важна физическая активность и как определить, в какую спортивную секцию отправить своего ребенка. Как правильно выбирать продукты питания и из чего должен состоять рацион. Какими являются составляющие психологического благополучия ребенка и здорового климата в семье. И почему это важно. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН совместно с организацией движения против голода продолжает уже полюбившийся многим телезрителям еженедельный цикл передач «Школа фермера», где агрономы делятся полезными советами по ведению сельского хозяйства. Сегодняшний выпуск посвящен окулировке цитрусовых. Смотрите его после новостей. В гостях у Вики Думава, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лариса Цвижба. Темы беседы: абхазы на фронтах Первой мировой войны. Смотрите очередной выпуск программы 4 сентября в вечернем эфире Абаза ТВ. Ведь абхазы воевали не только в составе сотни, но и в регулярной российской армии. Правда, у нас такие? Да. И вот даже название абхаза на фронтах Первой мировой войны связано именно с тем, что я решила включить это в последний момент. У меня эта тема появилась. Изначально я вообще готовила материал именно о 4-й сотне. Но потом подумала, будет неправильно оставить офицеров или послевоенных училищ, но уже все равно первый чин будет офицерский, которые служили в регулярных частях русской императорской армии. И они все равно принимали участие в разных регионах, где шли военные действия. И нужно было, конечно, их включить. Таковых оказалось, во всяком случае, в моей базе, которую я накапливала просто по другой теме. Там 38. И о погоде на выходные. 3 и 4 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу без осадков, в воскресенье пройдет дождь, переходящий в ливень с грозой. Атмосферное давление пониженное, температура воздуха ночью 19-24, днем 28-33. Температура морской воды 28, относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. Хороших выходных.